У многих в нашей стране до сих пор существует стереотип, связанный со 2 августа, Днем ВДВ. В памяти россиян четко отложились образы нетрезвых мужчин в тельняшках, которые купаются в фонтанах и пристают к прохожим с вопросом «Где служил?». Несколько лет назад якутские десантники решили разрушить этот стереотип. Мы провели с ними целый день и узнали, как же теперь они отмечают свой праздник, а заодно выяснили, что же такое братство десанта. Ранним утром десантники со всего города съезжаются к памятнику воинам-интернационалистам для возложения цветов. Место сбора и церемония возложения уже давно стали традиционными. Приезжают и совсем молодые ребята, демобилизовавшиеся пару-тройку лет назад, и мужчины, у которых под голубым беретом убеленные сединами головы. В этот день стираются все должности и социальные статусы. В этот день мы особенно чувствуем свое сплочение, братство. Знаете, есть понятие чувства плеча. Я отношусь очень хорошо ко всем родам войск, но особенно чувство братства и плеча, это чувствуется у десантников. У нас лозунг такой: никто, кроме нас. Поэтому в этот день мы собираемся, чтобы почувствовать это боевое братство, наше армейское братство. Не все воевали, не все прошли войну, но это чувство локтя, плеча, братства, оно всегда остается у десантников. Якутск вполне можно назвать городом десантников. В день ВДВ на улицах сотни человек в голубых беретах и десятки машин с флагами, с парашютами. Много десантников, потому что я в жизни, бывает, встречаешь, куда-то придешь, с кем-то разговариваешь, потом раз, оказывается, что десантник, либо на руке увидишь, что у него там буквы за ВДВ, где-то еще увидишь знаки, либо где-то здесь бывает. Я бывало, что с человеком общался долго, а потом встречаю его на 2 августа, он тоже в берете, я в берете. И мы даже общались, не знали, что мы десантники. Александр Назаров – один из аксакалов среди якутских десантников. В далеком 1970 году он демобилизовался из Псковской 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и уже более полувека не расстается с тельняшкой. После окончания службы демобилизовался. Поступил в летное училище, закончил, был распределен в Якутию. Летал на Як-40, потом командиром Як-40, потом переучился на самолет Ил-76 и летал командиром на Ил-76. Так что получилось, и в десанте меня сбрасывали с самолета, здесь я мог сам сбрасывать с Ил-76. Люди в голубых беретах в свой праздник в основном вспоминают своих товарищей, которые погибли как во время мирного, как у нас было на маневрах Двина, погибли 2 при десантировании, так и сейчас тех, которые погибли на специальной военной операции. И поэтому в первую очередь собираемся для того, чтобы почтить их память. И еще отдать дань основателю воздушно-десантных войск Василию Филипповичу Маргелову, который десантно дал свой девиз «Никто, кроме нас». За плечами многих десантников участие в вооруженных конфликтах – Афганистан, Таджикистан, чеченские кампании и многие другие. После начала специальной военной операции многие десантники пришли в военкоматы, чтобы добровольцами поехать в зону боевых действий. Не все из боевого братства возвращаются домой. И 2 августа десантники обязательно вспоминают своих павших братьев. Сегодня мы будем вспоминать наших ребят. Сегодня мы будем говорить, как можно помочь нашей победе, потому что мы переживаем за наших братьев, которые сейчас на передовой. И мы уверены, что сегодня у нас будут такие слова, лозунг: за Россию, за победу и за ВДВ. Несколько лет назад якутские десантники решили, что их праздник – это отличный повод для того, чтобы делать добрые и полезные дела. В какие-то моменты стали уже мысли появляться, что пора бы уже что-то отдельное делать. И потихоньку начинали. То есть изначально там приходили же и в мэрию, и в правительство. Там направляли, говорили, где помощь нужна. Потихоньку двигались, и сейчас уже более организованно все происходит. Кто-то примыкает сразу, начинает, кто-то со временем примыкает. То есть организовываемся, больше становится людей. Ребята приходят, ребята сейчас, те, кто уже побывал где-то, они еще более осмысленные даже становятся, более организованные. И так молодежь тоже приходит с армии, они, может быть, не сразу там попадают, а потом раз, уже после 2 августа, объединились, съездили, посмотрели, уже поняли, вот так вот надо.
И уже на следующий год это уже более организованно происходит уже с ними, с ребятами. Во двор стандартной КПДшки в черте города заезжает несколько машин с флагами ВДВ. Здесь живет семья одного из погибших десантников. Его боевые братья считают святым долгом в этот день приехать к вдове и дочкам героя. Каждый год 2 августа, в день воздушно-десантных войск, мы собираем с теми частями, кто служил, и собираем материальную помощь детям-сиротам, те, кто потерял отцов, братьев и сыновей СВО. Вот. Организовываем мероприятия по помощи. У якутских десантников давно завязалась дружба с детским домом «Берегиня». Каждый год накануне Дня ВДВ инициативная группа выясняет, чем помочь детдому и воспитанникам. И 2 августа приезжают с подарками. Одним из инициаторов этого способа отметить праздник стал Сафрон Пономарев. Традиция, то, что мы помогаем детям, во-первых, сиротам. 2 года то меня не было, да, вот, но ребята традиции не забывали. В прошлом году все равно помогали. Я за это рад, всем благодарен от души. И не будем забывать то, что мы будем помогать детям и участникам СВО. А как же купание в фонтанах? Настоящие десантники считают подобные развлечения недостойными настоящих представителей крылатой пехоты. Мы, десантники, в фонтанах не купаемся. Это, я не знаю, кто там в фонтанах кирпичи, бутылки ломает. А таких у нас традиций у нас нет. Мы просто в фонтанах собираемся. Мы просто, это десант никогда себя позорить не будет. То, что он такой. И нормальный десант, мы десантскую тему поднимаем, постоянно как будет, постоянно вот в школу ходим, мы не говорим, что мы десантники такие в терняшках, то, что купаемся в фонтанах. Нет, такого нет у нас. Интересное наблюдение. Десантники, как правило, обращаются друг к другу словами «брат». И каждый раз говорят про десантное братство. Что же это такое? Синева лежит на крыльях, как краска. Ты не бойся синевы, не утонешь. Это сказочная быль, а не сказка. Ну, братство десантников, это кто служил в воздушно-десантных войсках, это особый случай, так скажу, потому что с самых истоков десантников нас учат, приучают командно жить, командно, то есть есть опереться на что и так далее. Все, как говорится, все действия делаются совместно. Поддержка друг другу, поддержка в мирной гражданской жизни, поддержка на войне, то же самое. То есть братство, оно в прямом смысле слова этого братства. То есть мы не оставляем друг друга в беде, как и в гражданской жизни, так и в военной жизни. Десантное братство, это словами не передать. Вот, не могу сказать, но я думаю, что она сплочает всех, все-таки элитные войска, что она объединяет круг незнакомых людей, но мы, например, встретим, да, вот брата десанта в тельняшке в день праздника и встречаем друг друга как братьев. Мы уже знаем, через что он прошел, как ему приходилось. Это наше братство, как я не могу это, как говорится, объяснить, это должно быть здесь, в душе. После дня, проведенного с десантниками, можно с уверенностью сказать, что это бравые, смелые и мужественные люди, готовые прийти на помощь своим братьям и всем, кто в ней нуждается. Ура! Ура!